22 декабря в эфире ГТРК был показан репортаж, в котором зампредседатель СГБ в таком духе пропагандистской шпиономании обвинил представителей гражданского общества, называя наши имена в том, что получаемое нами международное финансирование используется для дестабилизации политической обстановки в Абхазии. В том эфире были показаны некие самодельные документы, в которых значились существенные суммы. У зрителя могло сложиться впечатление, что мы регулярно получаем суммы в таком объеме. У общества, как мне кажется, все-таки остается доверие какое-то к СГБ. И это, конечно, игра на этом доверии. Все было представлено так, чтобы у зрителя сложилось впечатление некой такой противоправной, противозаконной деятельности. И мало кто в этом разглядит прямой обман и фарс. Не все поймут, что вот те цифры, которые были показаны, что это зарплата за несколько лет, а у кого-то это сумма, вообще поступившая в организацию на ее регулярную деятельность, которая вообще никакого отношения к политике не имеет. И доказать, кстати, это служба государственной безопасности не может, что какая-либо деятельность имеет отношение к политике. И запрета тоже прямого нет. И Конституция тоже не допускает таких ограничений. Саид Гизердава пояснил, почему этот сюжет был воспринят как искажающий реальную картину и оскорбительный. И самое главное, что все эти суммы, естественно, они отслеживаются, тоже служба государственной безопасности. Я, честно говоря, не понимаю, почему они вот в таком виде неверном и искаженном представили эти документы, поскольку это очень легко опровергается. Еще одна такая примечательная особенность выступления зампредседателя СГБ в том, что они все преподносят таким образом, как будто бы представители гражданского общества — это не всем известные, заслуженные люди, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны, а какие-то абстрактные личности. Вот когда, например, я беседую с какими-либо людьми не из сектора НПО, им вообще очень сложно соотнести то, что говорит вот официальная пропаганда, с нашими именами. То есть они как бы говорят, это разве это вас касается? Да? То есть вот существует вот такой серьезный разрыв, как бы да, эти органы не старались, но и называли да, наши имена, все равно такая проблема имеет место. Саид Гизердава считает, что СГБ Абхазии превратилась в инструмент для сбора компромата на неугодных власти граждан. Надо сказать, что те, кто раскручивает эту тему, это тоже люди, к которым есть очень много вопросов. Это совершенно новые люди в государственной сфере, из среды СГБ, из Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, которые никогда не участвовали до последнего времени во внутренней политике, делали карьеры за пределами Абхазии. И вот сейчас как будто бы настало их время, и как будто бы надо расчистить себе дорогу за счет вот гражданского общества. Я считаю, что сегодня СГБ вообще должно играть не ту роль, которую оно играет. Сегодня у СГБ исключительно в повестке одно только гражданское общество. У меня абсолютно такое впечатление складывается. СГБ стало инструментом для сбора компромата и шантажа. Причем, я думаю, не только по отношению к гражданскому обществу. По его мнению, действия руководства телевидения, службы государственной безопасности и МИДа направлены на создание атмосферы враждебности, в которой они планируют принять репрессивный закон об иноагентах. 25 декабря я лично отвез в ГТРК наше письмо с требованием предоставить нам право на ответ. И в течение установленных сроков мы его не получили. Сотрудница ГТРК, с которой я говорил, озвучила, что они не дают, оказывается, в эфир политические заявления. Хотя я объяснил, что речь идет об ответе, а не о каком ни политическом заявлении. А в то же время они скажут, что мы не могли не дать в эфир тот репортаж, который был подготовлен СГБ. То есть этот репортаж, собственно, был в готовом виде предоставлен ГТРК.
В этом месяце мы сделали открытое обращение, открытое письмо написали руководителю АГТРК Ирине Агрба с требованием нам предоставить слово, видя, что вообще никаких реакций на наше предыдущее обращение нет. В целом, что можно сказать? Сложилась такая абсурдная ситуация, когда нас, гражданский сектор, поливают грязью, и при этом нам не дают возможности выступить с контраргументами какими-то, лишают возможности голоса. Честно говоря, мне кажется, что такая ситуация в Абхазии складывается впервые. Но мы прекрасно понимаем, что вот информационная политика АГТРК, она встроена в ту повестку, которую формулирует сегодня министр иностранных дел и плюс СГБ. То есть их задача создать информационный фон для принятия такого дискриминационного и репрессивного закона об иностранных агентах.